Работники Айхальского комбината недовольны высокими тарифами культурно-спортивного комплекса. Этот вопрос стал самым обсуждаемым на итоговой конференции трудового коллектива горно-обогатительного предприятия. Руководство комбината заверяет, цены расти не будут. С подробностями Оксана Мезенцева. Айхальское отделение культурно-спортивного комплекса, плавательный бассейн, спортивные секции, хоккейный корт, дворец культуры. Излюбленные места жителей поселка. Только вот проводить время с пользой для здоровья айхальцам теперь дороже. Цены, конечно, подросли, но они остаются доступными. Если для многодетных семей это неподъемная проблема, в процесс включается процедура материальной помощи для этих целей. И в настоящий момент существует договоренность на уровне руководства компании, что в дальнейшем эти цены расти не должны. Говорили и о производстве. За прошлый год комбинат потратил 1,5 миллиарда рублей на техническое перевооружение. Отчасти благодаря замене старой техники на современные образцы ГОК занимает лидирующее место в компании «Алроса». В 2015-м на айхальских фабриках добыли более 1000 алмазов массой выше 15 каратов. Из них 30 особо крупных. Результатом этой работы явилась добыча 12 миллионов 322 тысяч карат. Это 101% к плану. А стоимость добытого сырья составила 1 миллиард 338 американских долларов. 2016 год для Айхальского ГОКа юбилейный, 55 лет со дня основания. Примечательно, что в этот год начнется новая веха в истории предприятия – начало разработки новой алмазоносной трубки «Заря». Оксана Мезенцева, Александр Домонтович, телерадиокомпания «Алмазный край».